Салют! Новости коротенько, с юмором или нет, решать вам. Татарстан раз и навсегда опередит Москву, но только на 1 час. Подозрительно часто начал натыкаться на материалы в сети о пользе от смены часовых поясов. И вот уже медики трубят. Плюс 1 час – это то, что нужно Татарстану. Непонятно только, выиграем мы от этого или нет. Нет, потому что здесь темнеет раньше. Здесь светлеет раньше. Светлеет раньше? А, значит светлеет раньше. Я думаю, не очень. Хотя по логике у нас действительно час раньше время. Я думаю, что нет, потому что я сам с другого города, с Ульяновска, в котором тоже перевели время на час вперед, и это очень неудобно. В зависимости, не знаю, сколько выпьем. Выпьем достаточно, может выиграем, может нет, я не знаю. Нет, нам это не нужно. Для чего это вообще? Не знаю, у меня графика нет, я сплю когда хочу, сколько хочу. Казань заняла 2-е место среди городов-миллионников России по уровню интереса к сортировке мусора. Осталось только выяснить, в Казани интересуются сортировкой или уже перешли к практике. Я сортирую. Я сортирую мусор при выбросе в контейнер. Сортирую. И то, и другое. И это очень важный вопрос. К сожалению, ни того, ни другого, но задумывался об этом. Интересуюсь сортировкой мусора. Мусора, в принципе, много на дорогах тоже стоит, да, очень много мусора, который надо убирать. Охотно. Я не езжу за рулем, но интересуюсь сортировкой мусора, да. Батарейки сдаю. Минимальная розничная цена на пиво в Татарстане поднялась на 4 рубля. Если вы не пьете, то заметите это точно. Вот теперь на обратную дорогу мужички будут просить на 4 рубля больше. Есть, кстати, и положительные результаты. Водку стали пить на 12% меньше. Ничего не пью, не употребляю вообще. Нет, ни пиво, ни водка, нет, не мою. Вы пьете водку? Пью. Пью. Водку не пью. Не. Или да, я не помню. Я пью, но не пью. Казань примет чемпионат и первенство Европы по смешанным боевым единоборствам, сокращенно ММА. С 16 по 21 августа где-то здесь, а может быть здесь, может даже в Зеленодольске, европейские бойцы раз и навсегда решат, кто самый ловкий и умелый. Европейцы или кавказцы? Не знаю. Боишься? Нет. Боишься сказать не то на че? А, чеченцы? О! Наши, наверное. Россия. Русские? Россияне? Ой, не хочу никого обидеть. Достаточно. Тайцы и наши русские. ВДВшники в день ВДВ, а так, если подумать, ирландцы нет? Не знаю, рыжий бородый друг, ирландцы или нет. Netflix вошел в 4 самых популярных в России киностримингов. И года не прошло, как сервис локализовался, а перед ним уже встали на колено Мегаго и Амедиатека. Правда, говорить о полном доминировании американцев рано. Выше него Око, Кинопоиск и Иви. И в сумме у них 66% рынка против пока еще 9%. Эти новости читаю не только я, а теперь попробуйте угадать ход моих мыслей. В Татарстане планируют создать собственный вариант платформы Netflix на татарском языке с кинофильмами, спектаклями и мультфильмами. Интересно, сколько должна стоить подписка на такой сервис? Сколько готов платить за месяц на татарском Netflix? Заплачу, чтоб не показывали. Не знаю, у меня этим занимается муж, я вообще ничто не оплачивает. Только свое удовольствие. Ну, рублей 50. Ну, наверное, нисколько. Нисколько. Скорее, они сколько готовы мне заплатить, чтобы я их смотрел. Министерство культуры Российской Федерации предложило кинотеатрам не пускать в залы зрителей со своей едой и напитками. Сеть Киномакс уже поддержала эту идею. Слушайте, а если фильм не понравится, зритель имеет право вернуть пакетик с рвотой в Министерство культуры? Их же еда. Собственно, нет. Но это неправильно. Это ущемление прав. У человека есть право выбора. Правильно? Право выбора нельзя ущемлять. И если он диктует то, что нельзя приносить с собой, но только можно купить там, это тоже неправильно. Ну, не знаю, мне кажется, если следовать опыту, не знаю, по миру, то, наверное, в театр же вы не пойдете со своим гамбургером. Зато в театр можно пойти со своим коньячком. Давайте так, со своей едой нет, а со своим коньячком, да. Давайте сделаем лучшая инициатива. Везде со своим коньячком можно. Да, везде можно. О, это плохо, я всегда KFC там беру. Нет, нифига. Они даже с рекламой не правы. Прикинь, реклама 10 минут говорят, а проходит 15 минут. Это жесть. Вообще Минкульт прав. Я не знаю, кто это. Для своей выгоды, да? Новость недели, елки-палки. Там, кстати, палок было больше. В Заинске 4 детей жгли ветки на вечном огне.
Подожгли венок, после чего огонь перекинулся на монумент. Памятник сгорел полностью, от него остался только каркас. И вот тут чувак, который проектировал тот самый каркас, видимо, героически такой встал, только каркас и не сгорел. Слушайте, если вы начали переживать за судьбу детей, то успокойтесь. Прокуратура хочет выяснить, почему по документам монумент гореть был не обязан. Подрядчик уже попытался объяснить, что не обязан, это еще не значит не должен. Но радует то, что дети невиновны. Или как? Или что? Виноваты дети или виноват изготовитель? Виноваты все, наверное, больше. Но, во-первых, воспитание детей неверное, они не имеют права осквернять. Вандализм никогда не приветствовался нигде и никем. Ну и, соответственно, должны ответить те, кто некачественно выполнил свою работу. Жизнь – это бумеранг. Как ты сделаешь, так тебе это вернется. Поэтому надо с детства приучать молодежь уважительно относиться к тому, что имеете, и не осквернять то, что для вас сделано. Я думаю, изготовитель. Они не знают, если им не рассказали родители, как надо себя вести, и что хорошо, что плохо, значит, родителей надо пожурить. А изготовителя надо наказать. В первую очередь изготовитель, а дети сами понесут свои наказания. Да, я думаю, изготовитель — это то же самое, что телефон утопил, который отвечал всем требованиям IPO, да, который он не должен быть благозащитно утонул. Кто виноват? Изготовитель? Джобс. Да. Я в туалет как-то сжег в детстве. В деревне это было, с другом. Там посчитали виноватыми нас. Вся деревня освещалась. Горело знатно. Обратный салют.